самый холодный рынок в мире. Чтобы не замерзнуть, короче, мы расстегнутые. Естественный холодильник. Да, естественный холодильник. 700 рублей, пожалуйста. И к холоду привыкли, если нас. Хорошо. Муксуны, чиры. Жир должен беленький быть. И вот здесь Индигирку сделать. Даже люди строгают. Сколько она весит? Кроссовки и еще и штаны короткие. Да. Голень открытая. Приемка товара, да? Ага. 8 слоев одежды. Испытано на себе. Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, в эфире телепроект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Сегодня мы вновь в городе Якутске, и температура сегодня минус 55 градусов. Сегодня, друзья, у нас будет интересный достаточно выпуск про, можно сказать, самый знаменитый, самый холодный рынок в мире – крестьянский рынок. Крестьянский рынок расположен в самом центре города Якутска, около парка культуры и отдыха. И знаменит он в основном благодаря вот этой уличной части, где зимой продается свежемороженая рыба, мясо со всех уголков нашей республики. Как, в принципе, и все рынки, крестьянский рынок начинает работу еще до открытия. Все продавцы расставляют свою продукцию. И самое важное – это выставить продукцию так, чтобы она была привлекательна для покупателей. Ну что, друзья, сегодня мы проведем этот морозный январский воскресный день вместе с продавцом крестьянского рынка города Якутска Дарьей Игнатьевной, которая сейчас вовсю расставляет свою продукцию. Дарья Игнатьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы вас сейчас отвлекать не будем. Вы пока расставляйте, как будете готовы, мы с вами пообщаемся. Друзья, Дарья, по-моему, уже практически закончила. Сейчас мы зададим ей несколько вопросов. В том числе один из главных вопросов – это как одеваются продавцы на крестьянском рынке. Например, я, чтобы подготовиться к сегодняшним съемкам, собрал дома всю самую теплую одежду, надел на себя. Соответственно, у меня теплые боты, меховые штаны, пуховик, под ним пара кофт. Соответственно, на руках рукавицы, причем не просто рукавицы, а перчатки внутри. Ну и, соответственно, конечно, теплая шапка. Вот, как одеваются продавцы на крестьянском рынке, это будет наш первый вопрос. Чтобы не замерзнуть, короче, мы расстегнутые, выставляемся так, как паром, чтобы пар не накоплялся там внутри. Потом, после этого, конечно, одеваемся. Вот. Куртку одеваем, в смысле, так вот. А так практически этим ходим. На распашку, чтобы весь этот пот, чтобы выходил. Вот так стоим целый день, чаем загреваемся еще днем. И ходим греться по очереди, допустим. Вот, очень хорошо, нормально. У вас есть теплое помещение, где можно... Здесь есть, вот в первом блоке есть, нам выделил, начальство, комнату, где можно посидеть, погреться, чай попить, вот все такое. Вот так вкратце, допустим, можете рассказать, что у вас вот на ногах? У меня вот валенки на ногах, теплые штаны, вот куртка, допустим. Вот еще одна куртка и кофточка такая с воротником. Вот так мы работаем. Футболка, конечно, там. Шапка из натурального меха. Да, шапка из натурального меха, теплая. Я правильно понимаю, что чем больше натуральных вещей, тем теплее, правильно, вы понимаете, что это. Если натуральные вещи, они больше тепла, держит, да? Тепло держит. Хорошо, а можете рассказать про ваш рабочий день, вот как график с утра и до вечера? С утра мы приходим примерно 8:30 и начинаем выставляться.
Потом до вечера, где-то 6 часов начинаем собираться. Ну, после 6, короче, начинаем собираться и уходим, так как сейчас холодно немножечко. Вечером еще холоднее немножечко. А в течение дня вы ходите греться? Сколько раз в день примерно? Ну, даже не считала. Ну, просто, как начинаем прохладно становится, заходим, греемся, чай попили, вышли, и опять тепло, и удобно. Ну, нормально. Дарья, мы видим ваш красивый прилавок. Вы можете рассказать о продукции, которая на нем представлена? Конечно. Вот, допустим, у нас муксун. Очень хороший, крупный, жирный, 2-килограммовый, 700 рублей, пожалуйста. Вот есть у нас омуль, тоже тексинский. Жирная рыба, хорошая, вкусная. Берут люди на пироги, на строганину. В общем, тоже очень вкусная рыба. Потом есть у нас, конечно, морские рыбы. Вот камбала, минтай есть, допустим. Их хорошо тоже люди берут для жарки. Ну, очень вкусные рыбы. Хорошо. А морская рыба откуда? Морская, это с Магадана основной возят нам. Вот камбалу, и это магаданские. Чиры вот чукурдавские у нас есть. Крупные, жирные, очень вкусные, хорошие. Есть караси кобяйские возят у нас. Осетр есть у нас. Вот осетр, допустим, тектинский, с документами. Ну и кита кижич тоже возится с этого. С Магадана тоже привозятся. Вот у нас есть и семга. Там привозят немного зайцев и утки. Утки, вот, допустим, привозят Колымы. С Колымы есть возят. И с Чукурдаха привозили. Вот. Хорошая тоже утка. Ну, есть ягоды у нас разнообразные. Вот это, допустим, еще ценник я не повесила еще. Облепиха, красная смородина, вишня. Вот это все привозное у нас, да? Сухофрукты, клубника, малина. А вот и брусник у нас местная, очень хорошая, насыщенная, вкусная. Да. Вот, допустим, есть еще нельма. Нельму возят у нас, ну, Чукурдаха возили нам, привозили все это. Ряпушка жиганская, пеледь усянская, сик колымский. Вот, караси, все кобяйское, конечно, кобяйские возят, все основной. Ну и муксуны, чиры. Это чиры мелкие, усянские. Ну, вот этот тоже тексинский муксун. А скажите, вам в течение зимы подвозят продукцию или как бы есть один единый завоз какой-то определенный? Нет, постоянно возят, потихоньку парни привозят, и мы, соответственно, кто сколько продаст, вот потихонечку у них берем. Приходите, покупайте, у нас рыба очень хорошая. Можете назвать вашу любимую рыбу, которую вот вы очень любите? Ну, я любую рыбу люблю. Вся рыба очень вкусная. Я вот, допустим, караси фаршировать можно, жарить можно. Уха очень вкусная. И когда начинаем простывать, мы вечером, бывает, я вот уху сварю, попью, ложусь спать, и утром здоровенькая, бодренькая выхожу на работу. Ну и чиры, конечно, по праздникам можно построгать, допустим. И еще очень мне нравится вот морская рыба, минтай. Ее можно по-всякому готовить. Тоже очень вкусная она сама по себе. Вот, допустим, вот ее можно тушить, и жарить, и в кляре сделать. И, ну, очень много рецептов, которые можно купить и сделать. Так что приходите, люди, покупайте. Вы как профессиональный продавец очень хорошо призываете покупателей. А скажите, вот люди проходят, вы как-то рекламируете свои товары? Ну, предлагаем, что желают они, вот, допустим, показываем им, допустим, ну и по цене, допустим, кто дорогой хочет чир, допустим, кто подешевле хочет, показываем. Жирные, чтобы были, или кто-то речной хочет. Речной бывает, конечно, у нас не бывает, но некоторые спрашивают. У нас бывает иногда вот по 600 рублей. Ну, они более худые, ну,
икристые бывают. Ну, некоторые очень любят тоже. Ну, а крупные основной у нас вот озерные, очень вкусные, жирные. Ну, по 800, по 1000 и так далее. Мне вот жирные, чукурдавские, без всяких привкусов. Вот есть про пелечь хочу рассказать. Бараната называется по-нашему. Она очень вот универсальная. Можно взять ее индигирку сделать. Даже люди строгают и жарится. Она вообще очень вкусная рыба. Так что приходите за ними, покупайте. И недорогая. Вот 300 рублей стоит. Ну, еще уступки делаем мы там. То есть торг уместен, да? Да, да, конечно. Сейчас мы находимся позади прилавка, то есть сейчас с той стороны, где покупатели не видят. И Дарья нам сейчас сделает небольшую экскурсию. Соответственно, здесь у нас прилавок, а это складское помещение. Здесь у нас складское помещение. Здесь храним рыбу. Вот, допустим, селедки, черы, караси. Вот здесь все держим. Очень удобно сделали, конечно, вот то, что позади стола. А раньше как было? А раньше контейнера стояли, далеко возили, таскали на санках, грузчиков много было. Ну вот сейчас удобно сделали, более-менее. Здесь собрал и сюда вот положили, и утром отсюда вытаскиваем. Очень удобно так-то. И, наверное, самое главное удобство то, что это естественный холодильник, да? Да, естественный холодильник. Здесь очень хорошо. Вот, ну как, и брать удобно, и продать удобно. Вот, допустим, кто-то что попросил рыбу, как караси, допустим, мешок. Вот, зашел, взял. Поэтому очень удобно так-то. Сейчас мы находимся в том помещении, где продавцы на крестьянском рынке могут в морозные дни зайти и погреться, когда им это нужно, попить чай, побеседовать, ну и, конечно, немного отдохнуть. У нас есть небольшой подарок для вас. Я его тоже сейчас попробую, и мы с вами потом обсудим, как помогает или нет. Это от компании Freeze Protect. Небольшой подарок. Нужно нанести, согласно инструкции, да, на основные места на лице, которые у вас мерзнут. Да, и потом посмотрим эффект. Можно сейчас? Я тоже. Так, компания Freeze Protect узнала, что мы сегодня снимаем на крестьянском рынке. И, соответственно, мы при общении с продавцами будем им дарить вот эти небольшие подарки. Ну а сейчас попробуем вместе с Дарьей нанести на лицо. По инструкции, соответственно, нужно взболтать сначала. Взболтайте. Да, энергично там написано. Так, энергично взбалтываем. Затем те участки, которые наиболее подвержены холодному воздействию: щеки, нос, мочки ушей. Вот. И наносится с помощью аппликатора. Крутим по часовой стрелочке. Здесь начинает выходить на кисточке само средство. Так, мажем щеки, в основном вот здесь, и нос. Попробуем, да, попробуем на себе. Друзья, на самом деле мы хотели поговорить с девушкой, которая читает книги на морозе. Как я слышал, она практически прочитала все книги. То есть она просто сидит и читает в свободное время. Но она очень застенчивый человек, поэтому тоже поймите. Но я думаю, что это достойно уважения и, конечно же, восхищения. Мы сейчас раздавали вот подарочки наши небольшие, и у Марины есть совет, как с помощью рыбы можно практически достичь такого же эффекта, то есть предостеречь себя от обморожения. Расскажите. Ну вот когда рыбу чистим от кожуры, я беру, вот ее лицо мажу каждый день. Да. И она как бы жиром покрывается и увлажняет, и это питает. Не надо никакого крема. То есть не надо покупать дорогие вот химию, да? Что это? Не, ну вы, кстати, попробуйте, потому что это тоже на натуральных компонентах, и это тоже произведено у нас в Якутии.
О, пошла. Теперь намажется. Ой, теперь вот так. Да. Согласно вот этой инструкции, можно и на улице наносить. Да, в течение минутки вот так вот щеки, нос, то, что у вас обычно замерзает. И морщинки убирать надо, да? Я не знаю, вот насчет этого. Проверим. Проверим. Да. Ароматизируем. Запах вкусный. Спасибо. Ну? Будем знать. Вот вам еще одна. Еще, да. Кому-нибудь Ой, спасибо. подружке подарить. Рушнику нужно Пожалуйста, Freeze Protect. Попользуйтесь. Да. Так, вас как зовут? Алена. Алена, вы работаете, получается, Дарья ваша мама? Да, Дарья это моя мама. Мы работаем вместе. Уже, тоже я долго работаю. Лет 8. 8 лет. Поначалу, конечно, было сложно, но уже привыкли. Уже за столько лет уже нормально все. Ага. И к холоду привыкли, и все у нас хорошо. А у вас есть какие-то, допустим, советы, как можно выбрать хорошую рыбу? Вот, как, допустим, по каким признакам? Если черы брать, да, то надо смотреть, чтобы головка маленькая была, спинка широкая была, кругленькие, округлая форма у них была. По хвостовой части тоже вот смотрят, чтобы широкая была. Это только к чиру относится или, Ну, в это, принципе? допустим, черам, да. Ага. Караси, допустим, тоже, чтобы они как оладушки были, чтобы головка тоже маленькая была. Тогда они очень жирные, хорошие. То есть, чем меньше у рыбы голова по соотношению к основному телу, Да. то тем лучше, да? Да. Как можно определить, что рыба вот этого года или, может, а вдруг она прошлогодняя? Вот Нет, есть ну, какие-то? если, допустим, прошлогодняя, все равно у нее выступает уже жир. Уже она желтеет, начинает, глаза впавшие у них, шкурка все равно, она такая уже как старенькая становится. Мгм. Ну так, То есть, в принципе, внешний товарный вид, он уже да, не уже тот. испорчен как бы все равно, там уже не то. А когда свеженькая, она, видно, что она хорошая, свежая. А вы можете нам подсказать, как можно выбрать хорошую жеребятину? Определить можно, конечно, вот это ойогос называется, вот это мякоть, задняя сторона. Вот это задняя сторона, а вот это ойогос. Деликатес, на строганину пойдет это. И она стоит дорого. Жеребятина нынче мало совсем. Мало вообще в этом году. А есть какие-то признаки, там, цвет жира или еще что-то? Конечно, жир должен беленький быть. И вот здесь хрящики тоже вот беленькие должны быть. И вот туловище вот маленькое же, да? А у конины вообще побольше бывает. И жир желтый будет. У конины будет более желтый жир. Вот, от нашего производителя якутского вот такая мазь Freeze Protect. Попробуйте. Вам тоже подарок. Подарок. Да, это Щечки. Freeze Protect, чтобы не мерзли щеки. У нас вот в городе, в Якутске только такой есть рынок, да, вот такой с большим изобилием мяса. Посмотрите, рыбы сколько. Только здесь, в Якутии, только в городе Якутске, только такое у нас есть, допустим. Мясо, допустим, полностью деликатесы, начиная с жеребятины, заканчивая олениной, дичью. И все полуфабрикаты, все эти деликатесы нашего якутского стола, все у нас только на крестьянском рынке есть. Это мы все делаем сами, привозят районники сами тоже, сдают, цеха это тоже сдают нам. И все это у нас здесь на крестьянском рынке. Ася, мы вас попросим рассказать про те деликатесные продукты, которые у вас на прилавке, и что из них можно приготовить, как их употребляют. Ну вот сперва, в первую очередь, конечно, начнем с жеребятины, да? Вот она полностью, все ребрышки лежат. Вообще, самое то вот на строганинку. Ну и, соответственно, здесь и мякоть есть, и все части от жеребятины, допустим, да? У нас, допустим, на Новый год всегда стол без жеребятины, без строганины, как бы не то, да? И вот печень жеребячая. Тоже можно строгать, как холодная закуска идет. А, кстати, вопрос, вот, допустим, жеребятину, да, мы строгаем, и с чем ее лучше? Соль, перец или какие-то другие приправы? По-простому, соль, перец черный и все. И, как говорится, закуска. И можно нарезку делать, можно отваривать, как говорится, ойос можно. Вот хан жеребячий есть, харта есть. Это все тоже, как говорится, наши деликатесы якутские. Да, хан отваривается. Харта то же самое отваривается, потом охлаждается и тонко нарезается. Ну, можно там заправить луком, кто как любит. Оленинка есть у нас. Оленина вот в основном дикая сейчас идет.
домашняя То есть она на оленина. строганину не... Нет, или нет, может- нет, это диетическое мясо. В основном диетическое мясо. Язык оленей есть, говяжий, все. И вот печень же, вот она вот такая маленькая бывает. Печень, например, покупаешь, и определить как-то по внешнему виду, есть какие-то признаки, что это хорошая, например, печень? Ну, это она, сразу видно же, она такая гладенькая, лакированная. Ничего лишнего здесь нету. Она обычно вес бывает где-то 2300, 2100. Это именно жеребячая печень. Друзья, сейчас мы увидим одну из самых больших на этом рынке рыбу Нельма. Представляете, сколько она весит? 18 килограмм, друзья. Обычная. Такую. Абыйская Нельма. Видите, попадают вот такие вот 9-10 килограмм. Вот. Больше не перевозят. 9-10 раньше Да. были средние, раньше да, больше размер? было. Ага. 26, 25 было. Ничего себе. Вот самая маленькая 18. Все вывозят в регионы, на Получается, местах. но рыбу ловят такого размера, но просто сразу Да, да, да. центр да. России, да? Ее откладывают по заказу. интересно. Ну, То есть, получается, раньше это была да, средняя нам рыба. да? приходит уже в умещенном виде. Друзья, я решил, так как уже время обеда, очень хочется кушать, поэтому решил купить кусочек жеребятины и немного перекусить. Свежесть морозного утра. Что больше всего любите из представленного здесь на рынке? Рыбу красную. Ваши пожелания работникам, продавцам крестьянского рынка? Ну, терпение в такие холода. Вы любите натуральные продукты? Очень даже. А что из представленного здесь на рынке больше всего нравится? Караси, налим, тишь. Не, давайте вас лицо не будем снимать. Вот, очень интересное мнение сейчас от одного из продавцов крестьянского рынка. Почему люди сейчас жалуются на морозы? Потому что вот раньше-то в советское время, да, я тоже, в принципе, в детстве помню, что было очень холодно, ниже 50 градусов, да, то есть и активные дни, по-моему, были там типа минус 53-52 градуса. Да. Вот. И, соответственно, есть мнение, что из-за того, что сейчас уже унты сменили, валенки сменили новые там синтетические материалы и так далее, именно из-за этого сейчас даже, когда на улице уже там 50 градусов, все говорят, что очень холодно и мерзнут. Наверное, дело в этом, да? Он унты одет, Да. вот старая закалка в ладе, а вот молодежь вот в ботинках одет. Поэтому они мерзнут. Даже если вот по площади походить, там посмотрите, все в ботинках ходят. Без штанов. В весенней куртке. Ну вот вы сейчас одеты вот так, и вам комфортно в течение дня? Комфортно. Комфортно. Вот я оделась, я приготовленная. Все в ботинках ходят. Так это ладно, еще кроссовки и еще Еще и кроссовках штаны короткие, Да. голень открытая. Ну, голень открытую я не видела. Ну, в минус 50 нет, но в минус 25-30 часто бывает. Они вообще... Вот. Да, далеко ходить не надо. Друзья, кстати, вот сейчас мы уже снимаем около 30 минут на улице, даже, по-моему, побольше, после нанесения фриз протекта. И я могу вам сказать, что ту часть, которую мы снимали с утра, щеки достаточно сильно щипало. То есть они у меня, я думаю, сейчас, уже, как сказать, обморозятся. Сейчас я ощущаю, что нету какого-то дискомфорта. Единственное, вот где-то в этом районе, где я не нанес, по-моему, крем, здесь есть небольшое пощипывание. А так, в целом, вот даже если трогаю, то чувствуется, что кожа эластичная. Вот, кстати, да, сейчас вот рукой. Как будто есть какая-то небольшая такая пленка. Кстати, вот что заметил, вот здесь был нанесен крем Freeze Protect, здесь, вот здесь я не намазал, и что произошло? Обморожение небольшое. То есть, в принципе, крем помогает, но вы можете также испытать его на себе. Дарья, это у вас приемка товара, да? Ага. Откуда привезли? Караси, кабяя. Караси очень хорошие. Это вот как вот эти, да? Или как те? Да, вот эти. По 200 рублей.
точно как оладушки. Так как мы работаем в экстремально низких температурах, вот, ну, у нас тут приходится одеваться по сезону, вот, даже побольше, как сказать, как капуста, можно сказать, если образно говоря. Скажем, на мне вот тут сверху 8 слоев одежды, а снизу вот штаны тут 4 слоя одежды. Плюс вот валенки подшитые вот такие, валенки, вот такие валенки. Но только такие валенки спасают экстремально низкая температура. Просто вот, как сказать, просто там не сильно такая дорогая эта самая одежда, там нету таких специальных вот такой там термобилета, такого специального нету. Все обычное вот такое, которое вот просто 2 кофты, потом там это самое, там вот разные водолазки, там это самое термобелье, вот такое шуба. И потом человек со временем все равно, ну, как сказать, организм адаптируется уже. Таким, все-таки мы якутяне, поэтому уже ходишь, не ходишь, волей-неволей уже привыкаешь к таким температурам. Ну, двигаешься тут туда-сюда. Сегодня вот относительно тепло, 50 там, с лишним градусов. Ну, считается тепло у нас. Вот так уже. Вчера было холодно, да. Вчера холоднее было, да? Да, холоднее. Вчера, по-моему, доходило, тут вечером доходило до минус 60 доходило. Минус 60. Ну и народу было тут очень много, как-то вот так. Ну, маленько холодно было. Ну, терпимо так, относительно. Нормально было. Сколько времени вы можете простоять на морозе, то есть укрываться? До того момента, как нам потребуется зайти в теплое помещение? Ну, где-то вот так, скажем, час, не более часа. Мы сменяемся. Час стоит один напарник, потом он вот так сменяемся. По одному часу вот так стоим. Вот так. Не более часа. Есть своя комната там отдельно, где можно попить горячего чая, там, посидеть, посушить свою эту самую одежду. Вот. Ну вот, выйти. Посмотрю, вы сразу чистите, да? Да. Ага. Ну, просто некоторым вот это самое, это тут требует определенных специальных навыков, там нужен хороший якутский нож. Скажем, там некоторые не умеют, просто могут порезаться, поэтому мы делаем вот так. Сразу готовы. Начинаем сразу резать, сразу. Испытано на себе. Ну что, очередной рабочий день подошел к концу. Сегодня, кстати, воскресенье, и мне не дадут соврать. Воскресенье — это такой не особо нагруженный день, да? Да. Самое большое количество покупателей приходит в пятницу после обеда и в субботу. Но я думаю, то, что мы сегодня в воскресенье снимаем наш сюжет, это может даже хорошо, потому что мы очень активно пообщались с продавцами. И вопрос, Дарья, вот в конце рабочего дня, что вы делаете, когда заканчивается? Где-то 6 начнем собираться, все складываем, рыбу вот лишнее собираем, и банановые ящики, ну, на банановые ящики и ложим аккуратненько все в склад, и все. И уходим, закрываем, подметаем, убираем и уходим. Этим так заканчивается рабочий день. Я думаю, вы, как никто другой, знаете, как можно согреться в мороз. Может, есть какие-то определенные методика упражнений? Можете показать? Привет. Ну, упражнения. Как разминаетесь? Чай пьем горячий. Ну, можем вот так зарядку сделать, допустим, какую-то. Вот, помахать, походить. По-всякому. Ну, все, больше ничего. Можем, чтобы согреться, вот, пошевелиться. И постоянно мы шевелимся, что-то долаживаем, убираемся. Поэтому согреваемся таким способом. Все время в движении? Да, постоянно в движении почти. Сейчас я решил взять себе домой кобяйских карасей, вкусненьких, сварю уху, немножко согреюсь. Но сегодня в течение дня я пробовал на крестьянском рынке, пообщался с продавцами. И надо сказать, что мне кажется, впору им еще и тестировать фирменную одежду производителей. Потому что даже я вот буквально, это новая рукавица, она у меня сегодня треснула на морозе. Вот. Не все материалы выдерживают такие экстремальные температуры. Ну и поэтому хотелось бы пожелать продавцам здоровья, чтобы было много покупателей.
Ну, а вам, друзья, предлагаю прийти на крестьянский рынок и, конечно же, попробовать взять свежую, натуральную, свежемороженую продукцию наших северных регионов.